Доброго всем времени суток, меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас очень интересный расклад на тему, кто за вами следит, кто про вас сплетничает, у кого слишком длинный язык. Вспоминаем своих знакомых, загадываем. Сегодня мы узнаем о них много нового. Итак, поехали. Кто у нас выходит? Выходит у нас бывший мужчина, с которым у вас было много общего. Сильная обида у него на вас, сильнейшая, потому что видно, что даже расстались наверняка по этой почве, да, что не сошлись в чем-то. А почему расстались, девочки? Кстати, давайте посмотрим сразу. Ну, тут справедливость солнца, слушайте. Ну, вас просто сберегли, да, от таких отношений, грубо говоря. Не ваш человек был абсолютно. По справедливости он должен быть не с вами. Такое солнышко отдайте другим, да, как говорится. Мужчина незрелый, мужчина, который не уступает никогда ни в чем. То есть он считает, что он во всем везде прав, что его все должны слушать, да, что все ему должны потакать в каких-то его капризах. Также, ну, 2 пажа идет, девочки, ну, абсолютно незрелый человек, он больше об интиме, об романтике какой-то, да, но никак не об чем-то серьезном. Даже справедливость сверху, да, вам подсказала, что надо с ним прощаться. Возможно, он на вас, кстати, наводил что-то, потому что, вижу, была сильная депрессия при расставании. Он все время, знаете, как человек из прошлого, все время напоминает о себе. Хотели вы семью, девочки, хотели семью, хотели, чтобы что-то как-то сложилось, да, у вас с ним. Но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему, да. Что у него сейчас, давайте посмотрим. Угу. Ну, вы знаете, он как будто бы жалеет. Вот пока скажу так, что он жалеет. Знаете, карта мира еще у нас выходит на... Вообще на много что выходит. Но тут, знаете, как... Не хотел он вас отпускать. Вот не хотел. То есть ему сейчас, как вы знаете, нету покоя, да, в душе. Он жалеет, он очень жалеет, девочки. Знаете, что посмотрим? Может быть, у нас еще какая-то женщина, да, есть, которая что-то там набалтывает. Возможно, какая-то бывшая подружка, да, знакомая. Ну, тут сразу приворот идет, девочки. Тут какое-то магическое влияние, императрица. В общем, женщина, которая завидовала вашему счастью, вашему успеху, то, что вы такая желанная, у вас были отношения, вас мужчина хотел там и так далее. Она очень завидовала. И она наводила на вас какую-то неприятную вещь, да. По Луне у нас всегда идут какие-то такие непонятные штуки. Вот, кстати, выпала 10 мечей, ну, то есть тут однозначно. Слушайте, она боится бумеранга, потому что тут идет страшный суд, да, колесница. Она боится, что ей скоро прилетит, потому что за любые действия магические у нас идет откат, правильно, девочки? И по 10 мечей тут, ну, просто однозначно то, что ей сейчас летит, да. Так, ну а еще чем она нас... Что она нам еще расскажет? Вы знаете, она от вас ждала внимания. Даже и не только от вас, а от вашего, кстати, бывшего молодого человека тоже. Возможно, бывшая ваша подружка какая-то, да, которая вас знала, которая завидовала, да, королева Пентаклей, то, что у вас полный дом, полная чаша, то, что мужчина о вас заботился, что-то в дом все-таки приносил, да, как-то старался все равно вас удивить, вот ей этого всегда очень не хватало. Она хотела, чтобы у нее все было точно так же, да, если не лучше, чем у вас. Так что болтает она про вас, девочки. Ну, сейчас у нее какие-то отношения, но даже это не до отношения, на паузе что-то у нее стоит, что-то не ладится, прям не ладится совсем. Ну, тут просто жесть карты, девочки. Ой, что я вам скажу? Она, знаете, загуляла сейчас как будто. Вот у нее идут какие-то события непонятные, какие-то мужчины, встречи, а толком ничего и не меняется, не развивается. То есть нету основы, да, за что зацепиться в жизни.
На работе, возможно, проблемы, да, какие-то. Хотя у нее, возможно, сейчас будет шанс, да, получить какие-то деньги, что-то поиметь, но она из-за своей глупости, хитрости, обмана, знаете, сама себя обманывает. Вот есть такие люди, и она в результате не получит того, чего она может получить, да. Шанс, скорее всего, свой не воспользуется своим шансом, да. Так, ну что еще могу сказать? Тоже вспоминать, что вы разошлись с ней, либо общаетесь, но очень редко. То есть тут такое общение. Но опять же, мужчина какой-то идет. Вы знаете, она хочет быть замужем. Вот я вот так чувствую. Она хочет быть замужем, она к этому стремится сейчас, но, возможно, кстати, и выйдет, потому что дороги у нее открываются. Ой. Давайте тогда посмотрим, может быть, о вас она что-то вспоминает еще. Хочет ли она с вами как-то заново общаться? Нет, девочки, нет, она к вам не хочет с вами никак вообще соприкасаться, потому что очень сильно идет зависть по башне, по девятке мечей. Тут, конечно, нет. Она, если вас увидит, будет очень расстраиваться. Так, еще смотрим, девочки. Кто еще говорит про вас? Настраиваемся, да, мои хорошие. Продолжаем. Угу. Ну, тут еще выходит мужчина, женщина, родственница. Вы знаете, мне идет как родственница, какая-то родственница. У вас сейчас есть ухажер, скорее всего, либо мужчина на примете. И есть родственница, которая не дает развитию ваших отношений, да, с мужчинами. Не дает развиваться. То есть у вас идет прям замужество карта, да? Карты идут замужество. И вот она не хочет, как будто бы, чтобы вы выходили замуж, девочки. Вот прям вот так и говорю, что вижу, да. У нее тоже был мужчина, даже 2 мужчины у нее были, но оба брака неудачные. Хотя один помогал деньгами, то есть что-то, какие-то подарки судьбы у нее были, но как-то с мужчинами не сложилось, как будто бы она, возможно, с кем-то общается, но осталась в одиночестве. Да, вы знаете, девочки, мужчина сейчас, который нам выпал, да, у него идет трансформация, он идет в новое совсем, то есть у него жизнь меняется кардинально сейчас, да. Возможно, какие-то с финансами еще были трудности, но сейчас он их активно решает, да, он пытается как-то перетянуть одеяло на себя, начать больше зарабатывать. То есть человек, который развивается. Сейчас, возможно, рядом с ним женщина, кстати. Возможно, коллега. Либо это ваш бывший коллега, тоже имейте в виду. Так. А что это? Давайте поподробнее. Что же это за мужчина? Ну, вы знаете, у вас как будто бы с ним не дошло до отношений. Вот что я вижу. У вас с ним не дошло до отношений, хотя могли бы уже жить вместе, кстати. Уже прям могли бы и партнер подходящий вам. Но где-то он не решился. Нерешительный пажик тоже выходит. Как будто бы, знаете, не время еще, девочки. Вот бывает такое, что не время, либо, опять же, мужчина не ваш. Но что я могу сказать? У меня, знаете, идет ощущение, что он о вас почему-то думает. Да, девочки, ну очень много общего у вас с ним. У вас с ним много общего, вы оба такие, когда вместе, да, какой-то позитив прям вокруг. То есть вам так хорошо, тепло. Карта на звезды, да, у нас выпадает. Ну, девочки, вам надо с ним попробовать. Вот с этим человеком, который, с которым у вас много общего, с которым прям такие эмоции ключом бьют рядом, да, девочки, вспоминайте, кто это у вас. Обязательно продолжайте общение. Давайте посмотрим, дальше у вас не будут как-то развиваться. Ну, уже у нас идет рыцарь кубков. Да, девочки, вам надо пробовать. Возможно, это ваш человек, так как я вам описала. Пробуем, девочки, общаемся обязательно. Потом мне напишите в комментариях, сложилось, не сложилось.
Итак, наша фишечка с вами. Давайте посмотрим про бывших. Думают ли бывшие, вспоминают ли, да, что думают, что секретничают, что рассказывают про вас. Какие эмоции вообще, да, после отношений с вами, в каком они состоянии. Ну, они думают, что у вас все хорошо. Действительно, девочки, тут прям... Ну, им есть что обсудить, скажем так. Смотрите, считают, что вы живете для себя, да, это раз, такая нарцисска, да, немножко. Ну, по его мнению, опять же, то, что развиваетесь, чем-то занимаетесь, что вы как-то идете к своей цели, да, возможно, даже в материальном плане, да, какие-то улучшения есть, то, что у вас много возможностей, то, что вы прям, знаете, как собака на сене, прям сидите на всем хорошем и никому не отдаете, ни с кем не делитесь, да. Ну, карта, опять же, сожаления, ревности, жадности у нас выходит. Жалеют то, что человек жалеет то, что вас покинул, да, либо вы его. То есть, возможно, он даже сейчас действительно очень сильно расстраивается, да, что у него какие эмоции. Император. Вы знаете, этот мужчина, у него несколько женщин. Мужчина сам по себе такой очень взрывной. Очень взрывной. У него прям настроение меняется прям по кругу, да. Женщин любит очень. Очень любит женское общество даже. Хотя нет, тут больше, наверное, мальчишники, да, какие-то больше с мужчинами, да, какие-то развлекухи. Посидеть где-то, посидеть, поразвлекаться и так далее. Но тут, знаете, он такой, как будто вот приворожен, да, вами был. То есть очень сильно сейчас вот переживает то, что нету связи с вами, да, то, что нету возможности какой-то связаться, услышаться, созвониться. Сейчас бы, кстати, он подумал бы, изменил свое решение по поводу вас, потому что был уход, опять же, хотя у него были перспективы на вас, но почему-то решил уйти, да. Но он сейчас уже думает о том, что это было непрактично, потому что король Пентакли у нас всегда на практичность, да, выходит такое разумом уже человек, когда понимает, что он ошибся, сделал неправильный выбор. Но он, знаете, нам что говорит? Что он был в иллюзиях, девочки. Он сам не знал, что он хочет. Он искал свою дорогу, был в каких-то своих мыслях. То есть ему было, в принципе, не до отношений каких-то. Перспективы какие-то искал, о чем-то думал, может быть, какой-то бизнес развивать и так далее. И упустил романтику, упустил любовь, девочки. Вот так и бывает. Давайте еще посмотрим, что он нам скажет. Ну, скажет, что так и не сложилась у него личная жизнь, кстати. Так ничего у него и не сложилось. Хотя по императору, конечно, у нас могут идти мужчины, которые любят, опять же, женское общество, да. Но тут прямо, знаете, как будто сам, ну, где-то хитренький такой, то есть он умеет по жизни как-то лавировать, да, туда-сюда. То есть не сказать, что у него прям совсем все плохо, он, наоборот, чувствует себя на коне, да, вот в плане таком жизненном, да. Но в плане чувств, девочки, тут, конечно, все хиленько, да. То есть даже никакой ни королевы, ничего не выходило тут даже. Ну-ка. Нет, тут ничего не было, девочки. Тут ничего не было. Ни одной женщины, которая в его бы сердце была, да, кроме вас, чтобы он ее вспоминал, нет. Такой девушки у нас сегодня не выпадало. Ну, вы знаете, он как еще вот играется, вот. Возможно, боится деньги потерять сейчас. Вы знаете, Луна у нас выпадает, он надеется на какой-то счастливый случай. На счастливый случай, что колдунья, что вы его заворожили, да, девочки. Он надеется, что появится шанс. Шанс с вами связаться, шанс как-то проявиться, да, показать себя такого красивого, хорошего и так далее, да. Ну, в общем, себя показать, девочки. Ну вот опять же последствия идут какие-то, то есть у вас уже была такая страничка, да, в жизни с ним, что вот такие отношения были, как сеть, паутина, да,
застревали в них, вот просто застревали. Видите, даже девочки уже карты вылетают, уже все. Не терпит, не терпит. Ну что у нас там выпало последнее? Звезда. Ну, в общем, девочки, надежда есть. Он, скорее всего, проявится, кстати, по звезде. Ну, так вот, отношения были... Что там еще такое? Очаг. Даже, может быть, с серьезными намерениями какими-то проявятся. Ну, так вот, все, видите, не дают мне договорить. Смотрите, у нас сеть, последствия, древо. В общем, отношения были вот тягучие такие, знаете, ни туда, ни сюда. То есть человек очень долго не решался, был в своих иллюзиях, был сосредоточен на своих каких-то проблемах, но тем не менее, вот как-то вас не ценил, грубо говоря, да, вас не ценил, но тем не менее вы у него остались в памяти, девочки, вы у него остались как такая, да, женщина-загадка, женщина-колдунья, да, которая приворожила его чувства. И теперь он о вас и вспоминает, потому что больше у нас никто не выпал, да, из женщин. В общем, на сегодня все, дорогие мои. Я надеюсь, вам было интересно. Напишите мне в комментариях свои истории, свое мнение. Я все прочитаю обязательно. По личным консультациям мы обращаемся по номеру в описании, в комментариях тоже я вам его размещу. Здоровья вам, всех благ и всего самого теплого, доброго.